Сколько человек на сегодняшний день провакцинировались спутником Лайт и как в общем проходит вакцинация? Темпы вакцинации снижены. На данный момент 2826 человек вакцинированы с препаратом Спутник Лайт. До 50, 40-50 человек снизилась вакцинация в сутки. Еще раз прошу людей вакцинироваться, потому что вакцинация – это наиболее эффективная мера защиты от COVID-19. Буквально вчера была у нас видеоконференция онлайн. Наши лечебные учреждения, сотрудники, лечебных учреждений, врачи, руководители структурных подразделений, реаниматологи, профильные специалисты Минздрава присутствовали на этой видеоконференции, которую проводил один из лучших специалистов по лечению ковида, профессор Сергей Васильевич Царенко. Это городская клиническая больница номер 52 Департамента здравоохранения города Москвы. Люди, коллеги, занимаются ковидом, знают, какого уровня этот специалист. Это действительно профессионал очень высокого уровня. И он в режиме онлайн общался с нашими коллегами. И что приятно, что это не просто был там какой-то монолог, а наши коллеги могли задавать в спокойном формате вопросы, на которые он отвечал. И очень познавательная была лекция. Мы также планируем в будущем проводить такие же лекции уже по другим нозологиям, в частности по педиатрии планируем проведение видеоконференции, по акушерству гинекологической помощи, по разным нозологиям, для того, чтобы повышать уровень знаний наших коллег в Республике Абхазия, потому что все медицинское сообщество, оно должно переподготовку проходить. Но медицина не стоит на одном месте, постоянно нововведения, и надо отслеживать эти нововведения, поэтому мы планируем и в будущем уже традиционно, наверное, проводить такие большие видеоконференции для того, чтобы идти наравне с нашими российскими коллегами. Как проходит работа по утверждению наших сертификатов за рубежом с присвоением граждан наших, которые прошли вакцинацию, QR-кодов? Как проходит взаимодействие Минздрава России и Минздрава Абхазии? Наши письма отправлены неоднократно в Российскую Федерацию. Мы ждем от них ответа, но мы сейчас пошли дополнительно еще параллельными путями. Разрабатывается специальный QR-код на базе Министерства здравоохранения Республики Абхазия, цифровизация для того, чтобы наши граждане, которые вакцинированы были ранее и которые будут вакцинированы, могли зайти на личную страничку на сайте Минздрава, зарегистрироваться, получить QR-код с номером вакцины, с номером партии вакцины, которая была проведена. Также скачать далее на телефон, и уже по предъявлению этого QR-кода, как и во всех цивилизованных странах, у нас должен быть вот этот вот QR-код. Эта работа ведется благодаря нашим друзьям и компании Amobile, которая занимается на данном этапе всем программным обеспечением этого процесса. Этот процесс непростой, достаточно трудоемкий. Работа ведется на протяжении уже долгого времени. Я думаю, после того, как все это будет сделано, я еще раз хотел подчеркнуть, что на безвозмездной основе будет передана Минздраву эта платформа, и уже на сайте Минздрава мы можем получать QR-коды для наших граждан. Далее уже будет взаимодействие по линии Российской Федерации для того, чтобы эти QR-коды уже признавались. Это намного облегчит работу в плане цифровизации этого процесса. Хотел выразить слова благодарности руководству компании Mobile в лице Бориса Барциц за ту работу, которая проводится в плане цифровизации для нашего населения. Платформу, которую вы готовите для Минздрава Республики Абхазия, и Табуб Дараза. Обеспечиваются ли наши медицинские ковидные учреждения необходимыми препаратами? Да, мы в конце прошлой недели получили 30 упаковок Актемры, 50 упаковок Артлегии. По необходимости мы нашим гражданам и в инфекционной больнице, в Гудоводском ковидном госпитале, и в мобильном госпитале, расположенном в Айтаре, выдаем те препараты, которые необходимы для лечения наших граждан. В этом плане
все необходимое делается. Далее хочу еще сказать, что мы ни на одну минуту не останавливали переговоры с нашими поставщиками в Российской Федерации. Также заявки на следующую партию медикаментов, они есть. Мы просто ждем, когда они будут нам доставлены. Это очень также остается непростым вопросом для решения. Минздрав планомерно обновляет автопарк наших медучреждений. Вот в течение 2 недель было передано уже 2 машины, линейные машины скорой помощи Ачимчирской ЦРБ и Афону, а также был передан 1 реанимобиль. Как проходит работа в этом направлении? Эту работу организовывал лично президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжани. Это его личные дружеские связи. Те 2 автомобиля, которые были переданы в город Новый Афон и в город Ачимчиру, также благодаря личным связям и личным переговорам Аслана Георгиевича были подарены нам. Сейчас также после переговоров Аслана Георгиевича с Иваном Игнатьевичем Савиди в дар Республики Абхазия пришел реанимобиль класса С на базе Volkswagen Crafter максимальной комплектации. Сегодня мы планируем передачу этого автомобиля инфекционной больнице города Сухум. Еще ожидаются 2 линейных автомобиля Соболя для скорой помощи города Сухум. Также видим, что Минздрав работает над обновлением необходимого медицинского оборудования в наших медучреждениях. Что в планах у нас в дальнейшем? Да, планируется. Вот мы на прошлой неделе запустили цифровую панель в Гудаутском ковидном госпитале в отделении рентгенологии. Все работает штатно, сотрудники довольны, намного облегчила работа в лечебном учреждении, качество намного выросло и самих исследований. Также мы планируем планомерно, как я уже неоднократно говорил, и в других лечебных учреждениях такого рода оборудование ставить по возможности. Сейчас есть некоторые сложности и в других лечебных учреждениях, мы их планомерно пытаемся решить. Вот в частности, онкологическая наша служба. Вот общался буквально несколько дней назад с главным врачом, исполняющим обязанности главного врача. Необходим коагулятор, там большой хирургический набор для оперативной нагрузки, потому что оперативная нагрузка у нас в республике возросла в плане касательно онкологической помощи. Поэтому мы хотим усилить нашу онкологическую службу новым оборудованием для того, чтобы уровень оперативной нагрузки был достойным. В стационарах республики, в наших ковидных медучреждениях до сих пор, к сожалению, есть тяжелобольные пациенты. Как обстоят дела с обеспечением их жизненно важным кислородом? Да, мы запасаемся кислородом. Мы на данный момент в наших хранилищах только по Гудаутскому ковидному госпиталю хранится 28 тонн кислорода. Также в районе 8 тонн кислорода закачано в СФТИ. Новорайонская база, станция кислородная, дает от 120 до 180 кислородных баллонов в сутки. На данный момент она функционирует. По расходу мобильный военный госпиталь Российской Федерации от 120 до 150 баллонов в зависимости от количества пациентов потребляет в сутки. Ну, там инфекционная больница 40, и у нас с этим сбоев нету. Ситуация она уже налажена, едут машины, заправляются. Резерв на данный момент он присутствует в республике. Знаем, что буквально недавно Ачимчирской центральной районной больнице была оказана помощь. В виде чего и кто ее оказал? Да, действительно, помощь была оказана огромная. Установлены были 6 кондиционеров, была заменена кровля полностью с несущими конструкциями. И отдельное персональное спасибо Зауру Чантовичу Заранде. Мы его все прекрасно знаем как Лакута и Табуб Дарадзе за ту помощь, которую вы оказали нашему лечебному учреждению. Наша республиканская психиатрическая больница испытывает ряд проблем. Это связано и с дополнительным постом для охраны, а также с деревьями, которые находятся вокруг больницы. Они зачастую при плохих погодах падают и наносят ущерб как забору, также могут нанести ущерб и нашим гражданам. Как
проходит работа для решения этих вопросов. Вот буквально сегодня я общался с нашими коллегами из правоохранительной системы. Дополнительно сегодня выехала туда комиссия из лица руководителей структурных подразделений для того, чтобы на месте с нашими коллегами из психиатрической больницы посмотреть и обсудить, насколько усилить посты непосредственно внутри лечебного учреждения, усилить охрану на КПП в будущем. Что касательно деревьев, да, сегодня я связывался с нашим главным экологом Савелием Михайловичем Читанава. Будет, как он сказал, комиссия выезжать туда, осматривать эту территорию, периметр. И если они одобрят, то, наверное, будет проводиться санитарная рубка периметра территории нашего лечебного учреждения, для того, чтобы в будущем эти деревья не падали, не наносили там урон и угрозу жизни, потому что люди там проходят, а деревья, к сожалению, там падают. И это имело место быть. Эдуард Валерьянович, эпидемиологическая обстановка в стране стабильная, но в соцсетях распространяется информация о том, что среди детей, среди детского населения проходит массовое заболевание. Эта информация соответствует Нет, действительности? эта информация не соответствует действительности. Вот сегодня, буквально 10 минут назад, общался с главным врачом детской республиканской больницы. За сутки не более 7 детишек получают лечение в амбулаторном центре при детской республиканской больнице. Это, значит, намного меньше того количества детишек, которое было у нас в пиковой нагрузке в июле и в августе месяце. Какова эпидобстановка в целом? Сколько людей на стационарном лечении? На сегодняшний день на стационарном лечении в республике 172 пациента находятся, из них 67 пациентов находятся в мобильном многопрофильном госпитале Российской Федерации.